Туве завершился республиканский скульптурный конкурс по деревянной резьбе имени Дангака Аканчика. Церемония награждения участников состоялась во дворе Центра тувинской традиционной культуры и ремесел. Всего в состязании приняли участие 11 человек. Это студенты учреждений среднего художественного образования, вузов и преподаватели, работающие в учреждениях художественного образования, а также молодые мастера. Как распределились места, узнала наша съемочная группа. Каждый выбирал номинацию и в течение 9 дней изготавливал скульптуру из дерева. Как поделились участники, номинация и образ скульптуры зависит не от самого резчика, а от материала и формы сырья. Перед глазами зрителей, строгого жюри и родней Дангака Аканчика предстали во всей красе 11 экспозиций. Родственники легендарного мастера Дангака Аканчика много говорили о признательности в проведении такого мероприятия. Вспоминали истории, как мастер дома изготавливал свои произведения искусства, и отметили отдельными специальными призами понравившихся им участников. Это Артыш Монгуш с работой «Золотая птица» и самый юный участник Арзалан Мадыр Монгуш с работой «Борьба». Администрацию Лухемского района также отметили участников. Это Экорол Салчак с образом мудрости «Три обезьяны» и Белеку Жугет с работой под названием «Сила воды». Каждый участник получил денежные призы и целебный источник Сеннек. Члены жюри судили участников по мастерству и умению работать с деревом, инструментами. Учитывалась сложность выполненной работы. Александр Баранма порекомендовал мастерам не останавливаться на достигнутом, тренироваться дома с небольшими кусками дерева. Такая тренировка и приобретенная сноровка поможет в дальнейшем расти как мастер-резчик, а также заметил, что с тонировкой изделия не все знакомы. То, что тонировать дерево намного лучше, пошло именно от Дангака Аканчика. Дальнейшая перспектива развития деревянной народной резьбы. Мы в прошлом году с Национальным музеем, Министерством культуры разработали конкурс межрегиональный, посвященный 120-летию Дангака Аканчика. И я рад очень, что в этом году она продолжилась, и администрация Лухемского кожуна тоже заинтересована в этом, чтобы и в дальнейшем она тоже продолжалась. И вот сегодня озвучено, что на следующий год будет планироваться проведение республиканского конкурса в территории Лухемского кожуна. Диплом 3-й степени получил Аратол Бекзи с изделием под названием «Сказочник». 2-й степени удостоился Анатолий Хертек с работой «Вернись, друг, вернись». И самым лучшим в этом необычайно сложном состязании стал Александр Ожак с работой «Музыкант». Почему я выбрал такую композицию? Потому что я изначально делаю национальные инструменты, и это для меня эта тема близок. Вообще не ожидал получить первое место. Здесь буду стараться, и в дальнейшем, в следующем году тоже, наверное, буду участвовать. Никто без приза не остался. Каждый участник по своей номинации получил диплом и поощрительный приз. Конкурс остается быть популярным. В следующем году планируется увеличить масштабы мероприятий и выйти в районы республики. Экспозиции будут храниться в Центре тувинской традиционной культуры и ремесел. Диана Баимбугусерес, телекомпания «Новый век».